Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Günden programması. Bugün de herkesinize selamlar. İsterim söylemeye stüdyamızdan bugün çıktık bulunuruz. Komrat kasabası Mikhail Çekir adına kolejinde hem misafirimizle bugün lav gidecek bir yönemini adam için, bir yönemini araştırıcı için hangisi bırakmış kendi izini Besarabya'nın historiasında. Bir-iki kapıma ayrılırız sevgili dostlar. Düğünden tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle. Sevgili dostlar, bugünlerde olmalı gördünüz, işittiniz. Mikhail Çekir adına kolejinde güzel bir basıma prezentasiya yaptılar. Apollon Aleksandrovich Skalkovski'nin yaptıkları Besarabya'nın Üyeliğin tarafının araştırmasında hem sevgili dostlar bu basım için biz bugün laf edeceğiz bizim misafirimizle. Bu basımın avtoru Svetlana Romanova. Mikhail Çekir adına kolejin yöneticisi hem Gagauzya Mariya Marunevich adına Bilim Araştırma Merkezi'nin araştırıcısı. Svetlana Yakovlevna, zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Svetlana Яковлевна, хотелось бы сегодня поподробнее поговорить о личности Аполлона Александровича Скальковского и о его вкладе в исследование юга и изучение юга Бессарабии. Для тех телезрителей, которые ни разу не слышали эту фамилию, для тех телезрителей, которые не знают, кто этот человек, расскажите нам, пожалуйста, немного об этой личности. Аполлон Александрович Скальковский поляк по отцу, а по маме украинец. Он получил в начале XIX века довольно-таки элитное образование, одновременно проучившись в университете, получив и юридическое образование, и историко-архивное образование. Он работал первоначально в канцелярии графа Воронцова, новороссийского губернаторства. Благодаря ему практически в Украине, в Бессарабии зарождается и статистика, и архивоведение, а также путешествия по Новороссии. Он имел возможность встречаться с людьми, которые занимали определенные должности, а также знакомился с работой архивов и канцелярий. И вот именно это и дало толчок его становлению и как историка, и как статиста, и этнографа, и публициста. И в его арсенале есть огромное количество публикаций, которые раскрывают деятельность Бессарабии и особенно юга Бессарабии. У него есть несколько работ, которые он посвятил задунайским переселенцам, то есть гагаузам и болгарам. И его исследования еще ценны прежде всего тем, что он на поверхность вывел огромное количество конкретных статистических данных. И также, если мы будем говорить об Аполлоне Александровиче, то нужно обязательно сказать, что ему даже поручили такую ответственную работу, как организовать санитарный контроль и ряд мероприятий по предотвращению эпидемии тифа и чумы, за что он получил государственную награду. То есть он обладал очень цепким умом и был прекрасным стратегом и тактиком. Родился он в семье дворянина, и это, естественно, дало ему получить отличное образование. Переехав на постоянное место жительства к месту своей работы в Одессу, здесь он знакомится с революционерами, прибывшими из Сербии, Болгарии, Черногории, Греции, которые спасались от османского преследования, и создает семью с дочерью сербского
революционера. И нужно сказать, что эта женщина сыграла немаловажную роль в судьбах их детей, потому что она дала им прекрасное домашнее образование. Кроме этого, уделила внимание развитию не только интеллектуальному, но и духовному развитию своих детей. Ее дочери получили прекрасное музыкальное образование и даже выступали на сцене Мариинского театра. Сыновья проявили себя в организации железнодорожного сообщения и развития железных дорог, в развитии и строительстве шоссейных дорог. Старший сын был прекрасным знатоком балета, и у него есть огромное количество у Константина публикаций о развитии балета, и именно благодаря его поддержке обе дочери могли заниматься музыкой. Если мы будем говорить о семье, то семью постигали и неудачи, и трагедии, такие как, особенно во время эпидемий, не все рожденные дети в младенчестве выживали, а те дети, что выжили, они были, как говорится, весьма талантливы и по примеру отца реализовали свои знания, свои способности во всех сферах. Нужно сказать, что Софья Стефановна очень быстро выучила и русский язык, и украинский язык, а также нанимала учителей для того, чтобы дети выучили множество языков, потому что в то время, особенно в дворянской среде, считалось, чем больше языков знаешь, тем интеллигентнее и тем больше пользы ты можешь принести. И сам Аполлон Александрович говорил о том, что беседовать с человеком нужно на том языке, на котором ему легко общаться и легко думать. Он знал в совершенстве 7 языков, в том числе и молдавский, и болгарский язык. И сыграло все-таки роль, наверное, то, что он учился и в Виленском университете, и в Санкт-Петербургском университете. Это оба университета в XIX веке были весьма элитными для Российской империи, и богатство для них не было главным. Все, что он зарабатывал, он все тратил на свои экспедиции, на организацию архивного дела, на работу статистического комитета, а также на публикацию своих книг. Более 50 лет он возглавлял статистический комитет Новороссийского края, который располагался в Одессе. Мы знаем, что Бессарабская губерния вошла в состав Новороссийского края, поэтому мы и говорим о Новороссии. Кроме этого, за свою службу он получил титул статского советника. Он был членом-корреспондентом Российской академии наук, что свидетельствует о его научных знаниях. С 1876 года он получил такую должность, как тайный статский советник, что давало возможность ему получить доступ к важным, даже закрытым архивным данным. Непосредственно, кроме этого, если мы будем говорить о нем, он занимался благотворительностью, уделял внимание становлению и развитию учебных заведений в крае. И для нас, для изучающих историю гагаузского народа, очень интересны его работы
по той простой причине, что в них можно найти сведения о становлении и развитии многих населенных гагаузских пунктов, где он отмечает названий и даже дает топонимику этих названий, отмечая очень интересные такие факты, что ряд населенных пунктов имеют ногайское происхождение, потому что переселенцы обосновали свои села либо в самих бывших ногайских поселениях, либо возле них. Ну и доказательство, что, допустим, он пишет, что Авдарма – это ногайское поселение, которое было основано возле родника. И действительно, символ этот ногайский родник и сейчас является для села. Светлана Яковлевна, я прошу прощения, говорит ли это о том, что он непосредственно бывал в этих населенных пунктах, в этих местах на юге Бессарабии, Да, либо это были исследования, основанные на каких-то других источниках? Ну, частично он имел доступ к Государственному архиву Бессарабской губернии, а кроме этого он проехался по Бессарабии, и в его дневниках путешествия по Бессарабии он отмечает, что задунайские переселенцы, турецкие болгары, турецкие болгары он называл так гагаузов, очень трудолюбивы. И за короткий срок практически в каждом поселении не осталось семьи, которая бы жила в землянке или полуземлянке. Они все имели дома. В зависимости, как говорит он, от трудолюбия, от денежных средств, которыми обладала семья, они имели дома. И также он отмечает, что за короткий промежуток времени каждая семья практически полностью освоила все свои 60 десятин земли. И нужно сказать, что вот он отмечает, что это не земли, которые раньше обрабатывались, это в основном целинные земли, которые нужно было вспахать. Кроме этого, мы у него можем найти такую информацию о том, что как переселенцы гагаузы и болгары контактировали с переселенцами, немцами, которые сюда переселились, с местным населением. Так, допустим, он отмечает, что очень быстро они поняли, что немецкий тяжелый плуг – самое надежное средство для вспахивания целины. Потому что тот легкий плуг, который был у переселенцев, им практически очень тяжело было обрабатывать целинные земли. Кроме этого, он отмечает о том, что практически в каждом поселении были развиты домашние ремесла, которые удовлетворяли потребности местного населения в том, что нужно было. То есть это и изготовление гончарных изделий, и ткацкие, и обработка металла. Полностью все поселение само себя этим обеспечивало. Кроме этого, он отмечает, что те льготы, которые были предоставлены задунайским переселенцам, ими воспользовались практически все, и это дало возможность в кратчайший срок переселенцам включиться в торговлю. И льготы на занятия выращиванием винограда и производством вина, как он называет винокуренная промышленность, табак, подсолнечник. Это все переселенцы вывозили на Черноморское побережье и даже в Одессу для того, чтобы оптом продавать. Ну и, естественно, древесина и камень были в дефиците. И он говорит, что значительную часть средств переселенцы тратили именно на закупку дерева и камня, и это привело к тому, что уже их глинобитные церкви стали каменными, либо каменно-деревянными. Очень интересно
Аполлон Александрович после путешествия по Запорожью, он пишет, что даже здесь мне встретились некоторые семьи переселенцев. И он отмечает, что они практически ничем не отличались, их образ жизни, от того, что был в Буджаке. Они были столь же ответственны, и община, как он отмечает, контролировала морально-этические даже нормы. Говорит, среди них нельзя было встретить пьяного, дебошира, неаккуратно одетого человека. Вот это тоже немаловажный фактор в этнографических исследованиях, который показывает статус и образ жизни, уровень развития. Кроме этого, он отмечает, что постепенно к концу XIX века родители старались сосредоточиться на том, чтобы дети получили образование, чтобы в каждом поселении были свои специалисты. И уже дальше мы встречаем у Михаила Чекира то, что практически в селах гагаузских появляются свои просветители, свои священники, свои землемеры. И практически при каждой церкви была основана начальная церковно-приходская школа, что дает впоследствии уже в Камрате создавать потом училище отдельно для мальчиков, для девочек. И самое знаменитое учебное заведение не только в Бессарабии, но и за ее пределами – это училище, ученики и преподаватели которого стали руководителями Камратского восстания в 1906 году. Ну, сейчас на базе этого училища действует и колледж непосредственно Михаила Чекира. Он также, цены его работы прежде всего и в том, что у него можно найти описание административного устройства Юга Бессарабии, судебного устройства. И он отмечает, что местные жители, помимо того, что были официальные управленческие административные структуры в Бессарабии, они имели свою специфическую, такую, если можно так сказать, древнюю систему, когда в каждом поселении был совет старых и добрых людей. И были так называемые, как он называет, смотрители, которые следили за соблюдением порядка, а также обычаев и традиций. Ну и он подтверждает, что задунайские переселенцы, турецкие болгары, были православными. То есть подтверждение еще тогда? Да, это середина XIX века, он это подтверждает. Также он отмечает, что в каждом поселении церковь обладала значительным влиянием, и практически благодаря тому, что были церковно-приходские книги, можно проследить и состав, кто жил в селе, и сколько родилось, сколько умерло людей. Это тоже очень важно. Также он говорит о том, что хорошо было, когда и священник, и глава общины понимали друг друга и работали вместе. Они приносили пользу своему поселению. Аполлон Александрович отмечает также, что в Буджаке переселенцы не были источником конфликтов. Они находили общий язык со всеми. И с немцами, католиками, и старообрядцами, которые здесь жили, и с местным молдавским населением.
Нужно сказать, что значимость работ Аполлона Александровича для нас очень важна. Так, допустим, в одной из его работ, которая посвящена социальному составу Бессарабии, есть перечень с конкретным указанием фамилий, кто имел, допустим, статус купечества, получил такой статус, кто имел статус священника, священнослужителя. Кроме этого, важным для нас является и то, что он дает возможность современным исследователям сравнить те данные, которые они получают в других исторических источниках, в архивах. И в одной из своих статистических работ Скальковский пишет: данные, которые привожу я, на чем они основываются. И он указывает, что это церковно-приходские школы, это отчеты руководителей административных органов власти. Допустим, он говорит, если мы говорим о церковно-приходских школах, то здесь у нас только православные, а католики, лютеране и представители других религий не присутствуют. Поэтому данные могут разниться. И он неоднократно обращал внимание на то, что его исследование – это результат его работы. В его исследованиях точка зрения, которую он разделял. Ну и нужно сказать, что в его работах нет политической, идеологической подоплеки. Они чисто исследовательские, вот, статистические. Этот человек был, как говорится, великим, который никогда не бил себя коленками в грудь и не выставлял на показ свои заслуги, свидетельствуют награды, которые он получил. Это награды ордена Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава первой, второй, третьей степени, золотая медаль, и даже императорский, дважды получал императорский бриллиантовый перстень, тоже очень важно. В Грузии ему благодарны тем, что благодаря его поддержке была основана грузинская библиотека, которая сейчас является национальной библиотекой. Найденные материалы о грузинах этнических и все, что касалось Грузии, он собрал и передал в эту библиотеку. Я хотела задать вопрос по поводу учебных программ. В учебной программе нет упоминания никакого о Скальковском. Насколько важно, чтобы сегодня вот в учебных заведениях, в лицеях Гагаузии, все-таки на уроках истории и традиций гагаузского народа касались личности этого человека? Ну, я думаю, что это важно, поскольку это раскрывает многие белые пятна, особенно переселение, процессы переселения, обустройства тех или иных населенных пунктов. И это дает возможность углубиться в историю именно XIX века, потому что практически с 1828 года по 1898 год это время, когда жил и писал свои труды Аполлон Александрович Скальковский. Saygılı seyirciler, böyleydi bugünkü programımız. Ben Tabrik Ilyakonza getirelim. Hani bugün biz stüdyamızdan çıktık. Bu Nerys Mikhail Çekir adına kolejinde hem laf ettik. Svetlana Romanova ile faydalı bir araştırmak için Apollon Aleksandrovich Skalkovskiy. Hepsinize diyelim kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklar alın GRT kanalında.